Пакистане родители жертв, погибших 16 декабря в результате нападения талибов на школу в Пешаваре, попытались помешать проходу лидеру оппозиции Имрану Хану. Родители скандировали лозунги, утверждая, что в то время как хан готовил свою недавнюю женитьбу, они оплакивали своих погибших детей. Партия хана Техрик-Инсааф руководит правительством в Пешаваре, где талибы убили при нападении около 150 учащихся военной школы. Также, по сообщениям из Пешавара, руководство провинции Хайбер-Пахтунхва позволяет преподавателям школ носить оружие на случай возможного нападения. В прошлом месяце пакистанские талибы заявили о предстоящих нападениях вслед за прошедшей 16 декабря бойней. Многие школы обзавелись вооруженной охраной, другие строят кирпичные стены в попытке усилить безопасность. Киргизстан. Около 100 человек собрались в городе Нарын на севере страны в знак протеста против повышения цен на электроэнергию. Министр энергетики Кубанычбек Турдубаев прибыл в город для объяснения нового общенационального повышения тарифов и выслушивания жалоб. Многие домовладельцы возмущены новыми ценами и просят сделать для них исключение, поскольку Нарын в Киргизстане наиболее холодный регион. Македония. Студенты и преподаватели провели в столице страны Скопье акцию протеста против предложенных реформ в системе высшего образования страны. Демонстранты собрались перед зданием парламента и освистали депутатов, пришедших на работу. Студенты недовольны тем, что будут вынуждены проходить 2 государственных экзамена для получения диплома и утверждают, что такие экзамены посягнут на университетскую автономию. Таджикистан. По словам представителей таможенной службы, их ведомство под руководством Рустама Эмомали, старшего сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона, собрало на $40 миллионов больше, чем ожидалось. 27-летнего Рустама Эмомали, произведенного в прошлом году в генералы и возглавляющего футбольную федерацию страны, не было на пресс-конференции. Критики президента Рахмона жалуются, что его дети и другие родственники назначаются на высокие посты в стране без соответствующей квалификации.